Ну а далее нас с вами ждет приз «Слава Башкортостана». Давайте представим участников. Первый номер, у нас в программке Буян. Скачет Раяз Карабандин. Это один из участников турнира Терра-Башкирия. Так же, как и другие жокеи, которые здесь выступят. Они неоднократно скакали в турнире Терра-Башкирия. Второй номер «Агрессор». Скачет Разиф Ахмеров. Третий номер «Самородок». Скачет Ильнас Мустафин. Четвертый номер «Малай» снят. Пятый номер «Шаман». Скачет Ильдар Нургалеев. Шестой номер «Малыш». Скачет Равкат Курбанаев. Седьмой номер «Батыр». Скачет Кинзя Субхангулов. А вот такие участники будут бороться за приз «Слава Башкортостана» на лошадях 3 лет башкирской породы. И здесь, конечно же, дистанция 2400. Башкирские лошади пойдут на более длинную дистанцию. Здесь старт будет с поля, без боксов. Ну и участники разного возраста. Вот интересный момент. У нас ведь... Тут еще момент-то. Тут одного возраста. Здесь только 3-летние лошади скачут. Да, передаем слово нашему комментатору Денису Ганиеву. Под седлом Шаман, под седлом Ильдара Нургалеева принимает, но тут же первый номер Буян. И Раяз Карабандин выходит вперед. Очень интересная посадка у второго номера Разифа Ахмерова. Так откидывается, как будто бы сдерживая агрессора. По-прежнему лидирует Буян под первым номером. Тут же агрессор под вторым номером, но дистанция длинная. Тут очень важно рассчитать ход по протяжению всей, в общем-то, вот этой длинной дистанции, 2400 метров. Первый и второй номер, это Буян и агрессор в борьбе ведут эту скачку. За 36,7 пройдены первые 400 метров дистанции. Первый и второй номер, Буян и агрессор в борьбе ведут эту скачку. Тут же Малыш под 6 номером, Шаман и Самородок под 3 номером. Буян уверенно лидирует, несмотря на то, что агрессор пытается его достать. Но, в общем-то, Буян подпускает к себе, тут же делает небольшой задел, комфортный себе. Буян, агрессор. Малыш тут же на 3-м. Малыш атакует сейчас группу лидеров. У нас смена лидера, агрессор выходит вперед, за ним Буян, далее Малыш, Шаман. И вновь Буян возвращает себе лидерство, за ним агрессор, Малыш, Шаман. За 51 ровно пройдены 800 метров дистанции. Буян, агрессор, Шаман выходит на 3-е место. Давайте поддержим наших участников. И вот тройка лидеров у нас уже Буян, Шаман и агрессор втроем ровненько практически находится в одну линию, буквально ноздря в ноздрю. Первый номер Буян все равно так не особо подпускает к себе остальных участников. Тут же второй номер агрессор. Интересная посадка у Разифа Ахмерова. Видимо, он так глубоко откидываясь практически до крупа агрессора в седле. Есть ощущение, что много сил у агрессора, и как будто бы Разиф его сдерживает. Буян, агрессор по-прежнему, и Шаман. Вот тройка лидеров, смотрим за ними. За 54 очередные 400 пройдены. По-прежнему Буян и агрессор ведут эту скачку. За ними 5-й номер Шаман. А 3-й номер Самородок очень далеко отстал. Но посмотрим, может быть, это тактика. Вот они, Буян, агрессор. Периодически меняются местами, но по-прежнему удерживают лидирующие позиции. Там же Шаман на 5-м номере. Ильдар Нургалеев хорошую позицию занимает. Готовится, я думаю, для финального рывка, для финального броска. Сдерживает силы у Шамана. Ну а впереди по-прежнему Буян и агрессор. Раяз Карабандин, Разиф Ахмеров. Два жокея-любителя. На 5-м номере Шамане Ильдар Нургалеев. Интересно, Ильдар держится, интересно, приближаясь к лидерам, слегка отставая. Вот он, самый важный поворот на дистанции. По-прежнему Буян, агрессор. За 56,4 пройдены очередной этап дистанции. Ну и смотрим.
Ну и смотрим, последний поворот, все. А силы беречь уже смысла нет. Буян совершает рывок под седлом Раяза Карабандина. Агрессор Иразиф Ахмеров пытается не отпустить далеко лидера скачки. Всю скачку Буян лидировал. Представитель Абзелиловского района владеет этой лошадью. Ильгизар Ишбаев, Буян и агрессор. Финиш, дорогие друзья, смотрим внимательно. Хватит ли агрессору? Посмотрите, как изменилась посадка Разифа Ахмерова. Он уже выпрямился в седле и финиширует, поднимая руку. Раяз Карабандин, есть финиш! Буян одерживает победу в скачке на приз славы Башкортостана. За ним агрессор. Тут же 5-й номер Шаман. Ильдар Нургалиев благодарит Шамана, похлопывая слегка по шее своего напарника. Тут же финиширует. Итак, уважаемые друзья, завершается приз славы Башкортостана. Тоже невероятная борьба на финише. Раяз Карабандин, в общем, показал, почему он представляет в турнире Терра-Башкирия, в финале турнира Терра-Башкирия свой Абзелиловский район. Хороший жокей, отличная посадка и победа. Сумел он на Буяне одержать победу. Буян принадлежит Ильгизару Ишбаеву из Абзелиловского района Республики Башкортостан. Ну, собственно, за свой район здесь и скакал сейчас Раяз Карабандин. Разиф Ахмеров, который тоже принимал участие в турнире Терра-Башкирия, но не пробился в финал в этом сезоне. Скакал на агрессоре, который принадлежит Риму Ахмерову, также из Баймакского района. Так что здесь была действительно интересная борьба. Но, Олег Петрович, вы заметили, что Разиф Ахмеров сдерживал агрессора в начале скачки. И вы говорите, ну не надо сдерживать. Почему? Могу все это рассказать сейчас. Мы вот видели сейчас преимущество правильной посадки, в общем-то. Разиф, ну что он делал? Он мешал лошади. Если бы он даже без седла, даже в такой посадке, но наклонился бы немножко к холке, положил руки на шею лошади, на холку, и он в этом положении мог спокойно сдерживать, не дергая ничего, и сохранил бы силы, да, на финише. Возможно, он бы и выиграл. Даже, наверное бы выиграл. Но потому что видно, что было ощущение, что агрессор сильнее Буяна. Да. Но правильная посадка, умение, правильный посыл, вот что они делают. Ну и седло, конечно. Да. Здесь мы видим, что просто ощущение было, что Буян меньше устал, чем агрессор. Конечно, конечно. Потому что более, так скажем, правильно по учебнику экипирован. И вот роль жокея. Роль седла, роль жокея, роль умения. Хотя, быть может, если бы поменялись лошадьми эти два жокея, возможно, победа была бы за агрессором. Возможно, конечно. Да, но, собственно, мы видим, что вот... Но агрессор хорошо подготовлен. Хоть и в финале турнира жокеев-любителей у нас любители, но на фоне других любителей финалисты выделяются, если говорить о Раязе Карабандине. Конечно. Не зря они лучшие, не зря они победители. И вот интересно, вот эта скачка, что Раяз принимает участие в призе славы Башкортостана, даст ему больше уверенности перед финалом или наоборот измотает? Я думаю, не измотает. Чем больше побед, вот это состояние, попасть вот в эту, именно обрести такое состояние, это тоже много очень значит. Психология победителя.